Добрый день, вечер. Вчера, произошло такое, значимое событие для меня. То есть я встречался, с представителями чеченской диаспоры. Вот. То есть как это было? То есть мне позвонили, я был очень удивлен, поскольку, ни контактов телефона, ни каких-либо данных адреса я свои нигде не оставлял. Я понял в процессе разговора, что это, чеченцы, и они пригласили меня на встречу в достаточно настойчивой форме, еще раз повторюсь. Вот. Зная, что у меня достаточное количество негативных комментариев, в Ютубе, естественно, я как человек семейный подстраховался и, естественно, взял с собой мой травмат, сделал пару необходимых звонков для безопасности своей семьи. Вот. Но когда я приехал, на встречу с представителями чеченской диаспоры, я понял, что ни травмат, ни ножи, ни звонки, ни 10 танков, ни Майк Тайсон мне бы не помогли в том случае, если бы они захотели, да. То есть, если бы, конечно, чеченцы захотели, они бы меня там втоптали на месте, это однозначно. Вот. В чем суть диалога была? Они в достаточно настойчивой, свойственной им манере попросили меня конструктивно изложить свои мысли по поводу того видео, которое я опубликовал ранее. То есть свою позицию по чеченскому вопросу, объяснить там некоторые пункты, да, которые им были интересны. Еще раз повторюсь, попросили очень настойчиво, в свойственной им манере. Вот. Как вы видите, скажем так, лицо у меня вроде чистое, то есть ноги, руки мне никто не ломал, не крутил, грубого слова какого-то плохого я в отношении себя тоже не услышал, да. Вот. Хотя, еще раз повторюсь, если бы хотели, они бы меня там сломали, это однозначно. То есть, в пот меня кидануло там пару раз, это точно. Вот. Дальше, что? После непродолжительной беседы, да, конструктивной, они меня поняли, то есть я, естественно, тоже услышал и всю необходимую информацию, которую они до меня, то есть я впитал. Вот. И что могу сказать, ребята, уважаемые ютуберы в том числе, если вы хотите увидеть скорость реакции чеченцев на какие-то свои высказывания негативные и вообще просто, если вы что-то говорите, будьте очень уверены в своих словах, внимательно думайте, что вы говорите, будьте готовы всегда ответить за эти слова, поскольку вас найдут очень быстро, очень оперативно. Я поражен был скоростью реакции, да, то есть прошла примерно неделя, а меня уже нашли, как, я не понимаю. То есть, возможно, какие-то связи у них там в Ютубе. И могу сказать, что на сегодняшний день в России, наверное, только 2 структуры, да, способные так оперативно находить людей и, вести грамотный конструктивный диалог по поводу интересующих их вопросов. Это ФСБ и, безусловно, чеченцы. Спасибо за внимание. Всегда думайте о том, что вы говорите, и будьте готовы всегда ответить за свои слова. До свидания.